5 пальцев. Так переводится это древнее слово «пянжим». Более полувека назад 5 уйгурских селений объединились в колхоз, соединились в кулак, чтобы совместным трудом бороться за лучшее будущее. Сегодня жители колхоза имени Калинина могут гордиться историей своего села. Историей, отраженной не столько в экспонатах колхозного музея, сколько в светлом облике современного, крепкого, передового хозяйства, колхоза-миллионера. Два поколения колхоза. Председатель Имержан Марупович Билалов, кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции, депутат Верховного Совета СССР, 30 лет возглавляющий хозяйство. И его ученик и воспитанник, парторг колхоза Турганжан Розахунов. Вот где мы сейчас стоим с вами, этим мы строим хозспособ на 10 тысяч поголов откормочной площадкой. У нас уже существует на 20 тысяч. В общем, в этом году мы будем ставить 30 тысяч поголовья на откорм. Ну, проблема основного строительного материала. Остальные у нас проблемы такие нерешенные нет. Рабочей силы хватает, но строительный материал очень затрудняемый. Вот семен, как вы видите, вот трубы. Вот такие вопросы у нас затрудняют. Ну, мы ищем способом, достаем, но это очень трудно. Для того, чтобы решить кадровый вопрос, основным больше уделяем внимание у нас, чтобы в село оставались молодежь. На общем собрании решили, что молодежь идет на обсоводство, чабаном, 2000 рублей даем мы безвозмездные. Кроме этого, обеспечиваем в первую очередь квартиры. На днях нам уже записались около 15 человек. 90% окончит средней школы, остается в родном хозяйстве. Потому что мы создали все культурно-бытовые условия. Вот сейчас посмотрите, где существуют комплексы, молодежь работает. Всего 8 операторов командует на 20 тысяч общепоголовых. Ну, я думаю, что здесь работа идет с самого маленького возраста. Вот наши дети в школах, в детсаде учатся, значит, с ними проводится большая работа. И поэтому здесь вопросы патриотического воспитания с детьми, знаете, любовь к родному краю. Вот все это, оно способствует вот такому. То, что даже наши дети не уезжают отсюда, со своего края, со своего колхоза, это уже о многом говорит. То есть они сознательно остаются здесь для того, чтобы жить, для того, чтобы наш колхоз был еще лучше. Кстати, вот о закреплении молодежи на селе у нас стояла большая проблема до 1982 года, проблема невест, как ее сейчас называют. То есть миграция, уход женского населения из села в город. Почему происходило это? Это происходило потому, что девушкам негде было работать. У нас была в основном сезонная работа. И вот с 1982 года начиная мы начали заниматься тем, что открыли в колхозе постепенно 3 филиала швейных фабрик. На сегодняшний день мы закрепили, трудоустроили только в филиалах 300 девушек. А в целом с 1982 года начиная мы на сегодняшний день имеем 800 девушек трудоустроенных постоянно. Тем значительнее успехи хозяйства, что достигнуты они вопреки, а не благодаря природным условиям. Селевые потоки, в иные годы смывающие добрую часть посевов, как бы проверяют дихканина на прочность.
хозяйстве. Давно мы стремились к этому, давно работали по этому пути. И я думаю, что здесь большого переворота, что ли, не будет и нет. Почему? Потому что у нас наше хозяйство стабильное. Оно, значит, развивалось таким интенсивным путем. Люди очень хорошие, люди понимающие, специалисты хорошие. И я думаю, что тот сам факт, что колхоз уже на протяжении стольких лет является рентабельным. Мы имеем хорошую прибыль, реализация большая, значит, все это, значит, неплохо у нас поставлено. Но, конечно, вот, значит, в связи с такой новой политикой, значит, мы провели ряд хороших мероприятий, ряд больших мероприятий, направленных на то, чтобы у нас улучшалась эта работа, улучшилась. Вот одно из этих я даже мог бы сказать, что даже перевод на коллективный подряд наших всех подразделений. Вот. Хотя он и внедрялся, не всегда все гладко получалось, но тем не менее, вот с 1983 года мы уже на сегодняшний день имеем хорошие результаты. Люди начали у нас считать, люди, в общем-то, правильно это поняли. А вот с этого года мы уже переводим все подразделения на чековую систему. И сейчас каждый колхозник уже знает, что он делает, что он производит, что он затрачивает. В целом это все влияет на показатели колхоза. Я думаю, что в этом вот как раз психология людей, то есть их понимание сыграло большую роль. 5 пальцев. Пянжин. Думается, у нынешних жителей села колхоза имени Калинина несколько иное толкование этого слова, нежели у тех, кто стоял у истоков союза 5 деревень. Сегодня Пянжин для любого его жителя означает ладонь, раскрытую, добрую ладонь родной земли.